Сегодняшнее мероприятие организовала фонд «Талантское наследие». Президент фонда является Азамат Хусаев и основатель фонда Александр Далуханов. И вообще появление новой книги – это всегда радостное событие, и тем более, если она вышла на родном языке. И этот праздник организовали для нас представители фонда. Наша книга состоит из множества произведений немецких и английских авторов, а также фольклорные тексты, которые были переведены на остинский язык. Перевел их выдающийся поэт Аркадий Залоев, а иллюстрации, которые находятся в этой книге, рисовала талантливая художница Тамара Джанайте. Вот. Также свой вклад внесли и такие люди, как профессор исторических наук Бзаров Руслан Сулейманович и многие другие. Вообще изначально мы планировали выпустить книгу, но не знали, о чем будет именно эта книга. И в дальнейшем мы решили, что она именно первая книга должна быть посвящена именно детям Осетии, так как на сегодняшний день очень важно, чтобы дети приучались к мировой художественной культуре с помощью родного языка. Это очень ценно. И наш фонд поставил перед собой цель, чтобы дети Осетии не потеряли, утратили традиции, которые нам оставили наши предки, и чтобы они сохранили язык. Случайно 2015 год объявлен годом литературы. Это совершенно очевидно, значимость книги, а тем более книги, изданной на родном осетинском языке. Тема возрождения и сохранения осетинского языка, она актуальна и довольно обсуждаема в осетинском обществе. И я думаю, вот все на различных уровнях стараются и, наверное, делают все возможное для того, чтобы внести свой вклад в это важное для всех значимое дело. И вот фонд «Талантское наследие» тоже издал такую книжку. Чем она уникальна? Тем, что она содержит переводы английских и немецких авторов, а также фольклорные тексты с немецкого, английского, древнегерманского языков на осетинский язык. Тем самым у осетинских юных читателей появилась возможность ознакомиться с шедеврами мировой художественной литературы не посредством русского языка, а с помощью родного языка, с помощью родной речи. Это очень важно. Чтобы быть объективными, нужно, конечно же, отдать должное автору этих переводных текстов Аркадию Залоеву, который так почувствовал мелодику языков немецкого и английского, и более того, он сумел адаптировать эти тексты к осетинской культуре, к национальной нашей культуре, потому что там есть такие мифологемы и такие слова, которые возможно только воспринимать из осетинского языка. И очень важно, что эти тексты, они максимально приближены к осетинской речи. Ну и, безусловно, работы талантливого художника Тамары Тибиловой Джанайте, они приводят просто всех в восторг. Это не компьютерная графика, а это действительно живописные работы, картины, над которыми Тамара Джанайте работала достаточно долго. Она вложила туда душу и всю силу своего творческого воображения. Характерно, что у фонда нет коммерческих проектов, а все сосредоточено на благотворительности. И эта книжка также издана в дар детям Осетии. Она будет распространяться по библиотекам города, она будет подарена ребятам из детских домов, из вообще дошкольных учреждений и малоимущие семьи. Также мы планируем передать определенное количество книг юным читателям Южной Осетии, общине московской. Возможно, нам удастся передать книги в Турцию, турецким осетинам, и в осетинскую общину Крыма.
Бог даст, это не последняя книжка. В принципе, можно еще несколько вот книг вот такого же объема вот, выпустить совершенно спокойно. Сауфондей, я думаю, мы все постарались, все работали с большим удовольствием. Художница Тамара Джанаева, это вообще она настоящий художник. Вот, и еще раз говорю, за этими простенькими текстами она увидела столько всего там. Эти мыши, муравьи, там, голуби, музыканты. Только чистый, душевный человек мог это все увидеть вот, неказистыми вот этими текстами. Там. Не буря мглою небо кроет, скажем так, а гораздо